Здравствуйте. Основная тема сегодняшнего комментария – глобальное похолодание климата на Земле. Я не оговорился. Именно похолодание, а не потепление, о котором сейчас очень много говорится и свидетелями которого мы с вами все являемся. Дело в том, что сразу несколько групп ученых считают, что глобальное потепление, оно, в общем-то, временное явление. Между тем, как процесс глобального похолодания, он действительно самый большой и самый важный, существенный, который сейчас происходит на нашей планете. Но об этом после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Накануне в Москве Высший арбитражный суд России утвердил мировое соглашение по Якуталмазу. Самое существенное в нем – имущество Якуталмаза теперь принадлежит алмазной компании, и поэтому наша республика не сможет больше получать 9 миллиардов рублей в виде платежей за пользование этим имуществом. Строго говоря, ведь ничего страшного пока для нас не произошло. По крайней мере, мы психологически были готовы к такому итогу, причем давно. Да, правда, сейчас пока можно только прогнозировать экономические последствия этого шага. Федерализация Алроса. Хотя частично ответ на него уже есть. Президент Путин подписал федеральный закон, по которому субъекты Российской Федерации, на территории которых добываются алмазы, будут получать от компаний 100% налога на добычу полезных ископаемых. Для Якутии это примерно 2,5 миллиарда рублей в год. И все-таки такого решения недостаточно для полной компенсации выпадающих доходов в результате федерализации Алроса. Да, назову еще раз цифру: 9 миллиардов рублей. Именно столько сейчас платит алмазная компания в бюджет республики за пользование имуществом. Да, наверное, наши депутаты поэтому и ждут каких-то еще решений с тем, чтобы как раз компенсировать и недостающие 6,5 миллиардов рублей. И это логично. Обратимся к теме Нового года. Уже по традиции спортивные журналисты республики в канун праздника составили десятку лучших спортсменов 2006 года. Их рейтинг в порядке убывания выглядит следующим образом. Боксер Георгий Балакшин, борцы Леонид Спиридонов и Осип Михайлов, шашисты Николай Стручков и Гаврил Колесов, Оксана Васильева, занимающаяся профессионально боксом, еще один боксер Афанасий Паскачин, легкоатлетка Наталья Леонтьева, легкоатлет, специализирующийся в национальных прыжках, Юрий Гаврильев. И, наконец, 10-е место журналисты поставили пловчиху-инвалида Анастасию Диадорову. Уже не за горами и баллы новогодние. Да, и на одном из них, так называемом бале чемпионов, десятка лучших спортсменов получит соответствующие дипломы. Да. А в городе тем временем начинаются, кстати, и новогодние утренники. И первый из них для детей из малообеспеченных семей провела управа Октябрьского округа. 120 детей побывали в клубе «Дракон». Увы, но затяжные новогодние праздники несут за собой не только радость. Это и о пожарах. Накануне вечером в Пеледуе сгорел 16-квартирный жилой дом. Пожар по неустановленной пока причине начался на первом этаже и быстро охватил весь деревянный двухэтажный дом. Все семьи накануне праздника остались без крыши над головой. Между тем, как свидетельствует статистика, с наступлением праздников города и села республики становятся наиболее уязвимыми для пожаров. А теперь давайте обратимся к основной теме, а именно похолодание климата на Земле. Еще раз повторюсь, что в настоящее время мы с вами все переживаем временную такую тенденцию глобального потепления. Она подтверждается статистически. Так вот, в частности, что касается итогов 2006 года, то Международная метеорологическая организация фиксирует повышение температуры в среднем по планете на 0,42 градуса. Причем в северном полушарии температура подросла даже больше, на 0,58 градуса. Вообще же эта тенденция потепления глобального начала отмечаться с 1976 года. И вот за предыдущий век, грубо говоря, за 25 лет, последние 25 лет 20 века, температура поднялась всего на 0,7 градуса. В этом году почти на 0,6. Я цифру уже называл. То есть идет нарастает интенсивность этого процесса. Между тем, несколько групп ученых, в том числе и российских, считают, что это действительно только временная тенденция, которая прекратится в 2025 году. И все это они связывают с тем, что потепление все-таки стало таким временным явлением в силу достаточно малозначительного фактора изменения климата на Земле, а именно техногенных условий. Деятельность человека, деятельность цивилизации в конце концов привела к этому повышению. Однако эти тенденции, фактор, он совершенно несопоставим с теми глобальными факторами, которые влияют на самом деле на климат планеты Земля. Факторы эти космические и даже межгалактические. А группа ученых Института мерзлотоведения, доктор наук Виктор Шепелев, к примеру, называет другую дату – 2020 год.
Их концепция основывается на трех группах аргументов. Во-первых, это вращение нашей галактики вокруг метагалактического центра с периодом обращения в 1 миллиард 300 миллионов лет. Затем вращение Солнечной системы вокруг центра галактики с периодом в 200 миллионов лет. Другой фактор – это астропланетарные факторы, изменения наклона орбиты Земли и ряд подобных в Солнечной системе. Наконец, якутские ученые обосновывают свою гипотезу такими еще менее весомыми факторами, как изменение солнечной активности, взаимовлияние атмосферы и земной коры, дрейф континентов, изменение магнитной оси Земли, взаимосвязь между океаном, атмосферой и сушей, и только на последнее место они ставят техногенную деятельность человека и развитие биосферы. Усиление каждого из этих факторов в отдельности может оказать только кратковременное воздействие на климат Земли, и совпадение нескольких факторов приводит к существенной трансформации. Ученые составили вот такой вот график таких резонансных совпадений. Но самое-то интересное то, что мы вот здесь для космопланетарных факторов значит, построили такую же модель. И очень, в общем-то, интересная вещь получается. Значит, вот время, когда началось формирование, в общем, вообще жизни на Земле, это период фанерозоя. Это где-то около 600 миллионов лет тому назад. До этого, в общем-то, по сути дела, активной жизни не было. Это вот синее, это синее похолодание, это похолодание, протерозойское похолодание. И тогда именно возникла жизнь? Да, вот это вот, когда возникла жизнь. И дальше идет активное развитие жизни в океане. Это потепление. Потепление, да. Потом спад. И вот этот спад, он четко, значит, фиксируется данными, палеоданными. В этот период погибло около 30% живых организмов в океане, которые были там. Потом опять пошло потепление климата. Значит, здесь уже была развита растительность, значит, животные появились первые. Потом опять спад. Здесь опять вторая климатическая, биологическая катастрофа, обусловлена климатом. Значит, в этот период уже погибло порядка 20%, потому что уже успели адаптироваться. А здесь они не приспособились еще, только появились, и тут сразу же их... И вот здесь опять потом всплеск. Здесь всплеск уже, значит, жизни динозавры, тут все, значит, животный мир активно развивался. И потом опять спад. Вот эта вот вещь свойственна периоду гибели динозавров. Вот. И то есть мы живем сейчас на спаде. То есть мы входим вот в этот вот... То есть объективно входим в период понижения температуры, представляете? На самом деле. И как бы подтверждением этому является вот образование вечной мерзлоты. Вечная мерзлота у нас здесь вот в Арктике появилась около 2 миллионов лет тому назад. До этого здесь, в общем-то, у нас тут и динозавры бегали. Вот. Итак, нынешнее потепление временное. И потому транжирить углеводородное сырье, считает академическая наука, нерачительно. Ну, наши власти, напротив, форсируют добычу нефти и газа с тем, чтобы их продавать, а затем на выручку строить газопроводы в далекие деревни. Однако и наши ученые считают это недальновидным. Покойный академик Владимир Ларионов разрабатывал проект так называемых тепловых насосов. Первый он мечтал установить для отопления своей родной деревни. Они экономичны, надежны, вечны, в отличие от газопроводов, в том числе подводных. Подземную воду в достаточных количествах с температурой плюс 4 градуса. И специальное теплонасосное оборудование, которое отбирает вот эти вот плюсовую температуру и преобразует ее в энергию. Эта теплонасосная энергетика, она, в общем-то, тоже достаточно широко развита. Не только в мире, но и даже у нас. А еще ученые предлагают использовать малую гидроэнергетику. Ну, то есть речь идет не о Вилюйской ГЭС, не даже о каскаде небольших ГЭС, которую сейчас планируется строить на Темптоне, это в Южной Якутии, о небольших электростанциях, которые не перегораживают полностью русло реки, а только его часть, и таким образом не так сильно воздействуют на экологию окружающей среды. В общем, варианты есть, и смысл весь их сводится к чему? К тому, что деньги сейчас, которые у нас есть еще, нужно направлять не на добычу нефти и газа, а на финансирование создания вот таких вот альтернативных устройств, которые в будущем, конечно же, никакой прибыли не дадут, потому что продать нечего будет, потому что все будет использоваться на месте. Но все они приведут к существенной экономии средств, которые сейчас в очень значительной степени являются статьями расходов нашего бюджета. На сегодня все. Теперь мы с вами встретимся только в понедельник, в пятницу. Выхода Экса не планируется. До свидания.